для страны. Я думаю, нам нужно в дружбе работать вместе с вами, будет полезно и вам, и нам. Удачи вам! Абдулманап Магомедович! Следующее слово предоставляем заместителю директора Государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Ханатбеку Арпачиеву. Ассаламу алейкум, Хабиб, ассаламу алейкум, Мурат, уважаемые болельщики, любители спорта. Во-первых, огромное спасибо Хабибу, что он приехал в нашу страну. Вот, Хабиб, смотри, сколько у тебя болельщиков, сколько вот, молодежь любит тебя. Поэтому еще раз спасибо, это для нас пропаганда, для молодежи, для спорта. Вам огромное спасибо, что приехали. Удачи вам, будем болеть, будем поддерживать. Спасибо. Хабиб Нурмагомедов! Всем салам алейкум. Большое спасибо, что пришли. На самом деле очень приятно, честно говоря, не ожидал, что столько людей будет. Бишкек это был единственный город в Средней Азии, из столиц, в котором я не был. И перед моим последним боем я обещал, что я прилечу. Хоть у меня сейчас подготовка началась к титульному бою, но мы с отцом нашли время и прилетели. И большое вам спасибо за это, то, что приняли очень хорошо. Спасибо большое Олимпийскому комитету, который организовали эту встречу нам, организовали мой приезд сюда, в Бишкек. И не буду многословен, готов к вашим вопросам и постараюсь максимально быть чистым и отвечать на все вопросы раскрыто. Спасибо большое. Мы понимаем, что у всех вопросов очень много. Нурдин будет курировать работу журналистов. Мы будем чередовать их. Я же постараюсь подойти ближе к вам, к зрителям, и по очередности давать микрофон. Нурдин. Первое слово барометр Кейджи Гулизавазова. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас тоже очень любят ММА, и в основном статистика бойцов уходит на шердог. Я вот ваше мнение хотелось бы узнать. Как вы считаете, насколько авторитетна или влиятельна статистика шердог вообще в мире ММА? Вообще все организации, UFC, Bellator и все наши российские организации, все мировые организации ссылаются на Шердог, и Шердог ведет эту статистику. По моему мнению, очень хорошо ведет. Так что я думаю, что это очень авторитетный сайт, авторитетная организация, и все организации бойцовские, промоушены ссылаются на Шердог. Спасибо. Гульдана Талбеко, Спутник. Информационное агентство «Спутник Кыргызстан», Гульдана. Здравствуйте, Хабиб. Мы знаем, что у вас есть бойцовский клуб Eagles MMA. Если кыргызстанский боец хочет у вас потренироваться, научиться чему-то, вы не против вообще, какие у Хабиба требования, чтобы попасть в его команду? Можно второй вопрос? Вы, по-моему, до приезда как-нибудь получили информацию о Кыргызстане и о наших бойцах. Скажите, есть ли у кыргызстанцев шанс попасть в UFC в ближайшие годы? Насчет того, чтобы как попасть в наш клуб, я думаю, это несложно. У нас в данный момент в Дагестане на сборах в нашем клубе находится 5 бойцов с Кыргызстана. И самое главное, чтобы у человека было желание, и чтобы он сделал первый шаг, связался с нами и приехал в Дагестан или в Москву. Никаких проблем нету. А насчет второго вопроса. Вы, по-моему, до приезда как-нибудь получили информацию о Кыргызстане и о наших бойцах. Скажите, есть ли у кыргызстанцев... Я понял. Насчет того, чтобы боец Кыргызстана подписался в UFC, у вас очень развито, точнее, очень много людей за ММА следят, но на государственном уровне, мне кажется, олимпийским видам спорта вы отдаете больше предпочтения.
так как ММА не олимпийский вид спорта, но по популяризации он намного не меньше популярен, чем другие олимпийские виды спорта. Я думаю, нужно поддержать на олимпийском уровне этот вид спорта, и у вас все получится. У нас, например, в Дагестане, я бы не сказал, что его очень так сильно поддерживают. Но сами бойцы, сами спортсмены, точнее, очень сильно стремятся. И уже к ММА стремятся даже с 2000-х годов. У вас это началось на лет 10 позже, чем у нас. Я думаю, через лет 10 у вас немало бойцов в UFC будет, иншаллах. Спасибо. Радио Азаттык. Здравствуйте, Хабиб, добро пожаловать в Кыргызстан. У меня такой вопрос, наверное, который всех волнует. Бой с Тони Фергюсоном. Когда он пройдет, и правда ли, что он пройдет в России? Спасибо. Нет, официально объявили мой бой с Тони Фергюсоном в Бруклине. Это будет в пригороде Нью-Йорка, в Бруклине. Там очень много наших соотечественников, такие, ну, со стран Средней Азии, в том числе из Кыргызстана. И со всего СНГ, да, там около 2 миллионов русскоговорящих людей живут, и они сделали этот бой в Бруклине. А следующий бой, я думаю, что UFC хочет организовать это в России, но я сейчас сосредоточен на Тони Фергюсоне. Итак, Абдулманап Магомедович, хочется у вас узнать, вы воспитали в вашем списке воспитанников на сегодняшний день самое большое количество ребят, которые выступают в американском промоушене в UFC. Так вот, Абдулманап Магомедович, как вам удается это делать? Очень много интересных историй есть о том, как вы продавали, возможно, собственный скот для того, чтобы воспитывать ребят. Расскажите об этом сложном пути. Воспитание своих спортсменов. У меня очень долгий путь в любительском спорте. Поэтому, не участвуя на чемпионатах страны, Европы и мира, в любителях, мы никогда бы не добились того результата, который сегодня добились. На любительском уровне, а потом и на профессиональном уровне. У нас из любительского вида вышли по разным видам 28 чемпионов мира за 18 лет. Я думаю, это долгий путь. Спасибо. Следующее слово, наверное, дадим журналистам. СТВ телеканал. Здравствуйте, Хабиб, добро пожаловать в Кыргызстан. У меня такой вопрос. У вас, как вы видите, у нас только в Кыргызстане столько поклонников, а по всему СНГ действительно больше. И количество поклонников – это больше ответственность или больше, скажем, поддержка? Это первый вопрос. А второй, вот вы сказали то, что у нас в Кыргызстане ММА действительно хорошо развивается, да. И у нас есть хорошие бойцы, которые действительно выступают. И каких бойцов вы наших знаете? И у кого больше преимуществ или возможность попасть в UFC? А насчет того, чтобы, конечно, очень много болельщиков, это само собой поддержка и ответственность, очень большая ответственность, потому что вы представляете, что у меня в Дагестане творится, когда я, в Киргизстане я первый раз здесь, я никогда здесь не был, я первый раз прилетел, очень много людей пришло посмотреть, увидеться со мной, послушать, и по всему СНГ, по всему миру столько болельщиков, это очень большая ответственность, и мне приходится еще больше трудиться, тренироваться, и если у кого-то есть право на ошибку, у меня ее нету, мне ошибку не простят, так что это очень большая ответственность. Итак, вопрос из зала. Здесь вот молодой человек, Акишев Симык. Он подготовил рисунок для тебя, Хабиб. Вот он на листочке. А вопрос он адресует Абдулманап Магомедович вам. Итак. Хабиб был сложным ребенком, чтобы воспитать его, да? Сложным ли ребенком был Хабиб? Какие истории, возможно, из его жизни? Как вы его воспитывали? По-разному воспитывал. Тебе какая сторона интересует? Наказывал за учебу, наказывал за опоздание. Спортивный или характер? Спортивный характер был обычный мальчик в школе, средний. Не выделялся ничем до 15-16 лет, а потом, видимо, понял, что
На сбор его тянем, кормим, одеваем, со сборниками работает. Надо трудиться, а трудолюбие, он был, наверное, среди ведущих моих спортсменов, там десятки. И к 20 годам уже начал давать результаты внутри страны, а потом за рубежом. Спасибо. Следующее слово телеканалу «100 пудов». Добрый день всем. Welcome, Хабиб в Кыргызстане. Ребят, Балдар, пошумим еще раз! Хабиб, добро пожаловать в Кыргызстан. Очень рады тебя видеть. Долго тебя ждали, наконец-то ты нас посетил. Поэтому несколько вопросов, буквально коротко. В первую очередь, какие впечатления, что успел увидеть в Кыргызстане, ну, что для себя подчеркнул, у тебя немножко было времени, конечно же, но может быть все-таки. И второй вопрос, обычно в мире журналистики есть такой нестандартный немножко вопрос, когда задают известным людям, если бы ты хотел прожить вторую жизнь, то чью бы жизнь бы ты прожил? И в мире ММА очень часто говорят, я бы хотел прожить жизнь Хабиба Нурмагомедова, но мало кто знает, с какими трудностями тебе приходится сталкиваться в достижении своей вот карьеры на самом высоком уровне. Пожалуйста, расскажи об этих трудностях, что самое трудное для тебя. И второй вопрос, Абдулманап Байке, это вам поделитесь секретами, как воспитать сына вот такого вот орла, который очень популярен и, мы надеемся, станет скоро чемпионом UFC. Большое спасибо. Ну, первое, что меня впечатлило, это вы так же, как и мы, дагестанцы, вы также горцы, нас это объединяет. И я понял, что очень много людей меня здесь ждали, ждут. И на самом деле, я уже со вчерашнего дня без остановки фоткаюсь, засыпаю, фоткаюсь, просыпаюсь, фоткаюсь. Так что без остановки, как я сюда прилетел, только вот сейчас, да, вот эти 20 минут я не фоткался и все. Второе, насчет трудностей, я думаю, что когда со стороны смотрят там бои, подготовки, видео, всем все кажется все легко, но изнутри очень много трудностей бывает. Много травм, много... Даже если вернуться, да, 15 лет назад, когда я выступал по любителям, бывает там иногда где-то ты можешь травму получить, иногда где-то тебя подсудят. Много бывает испытаний, но надо просто не останавливаться, идти вперед. И даже если просто взять последние 3 года, с 2014 года, мне сделали 5 больших операций. И из них 2,5 года я не выступал. И после каждой травмы было очень тяжело возвращаться. Реабилитация, операция, долгое восстановление, потом заново возвращаться в октагон. Тогда как ты профессионал и тебе нужно оставаться активным, это очень сильно влияет на твою психологическую составляющую. Но много таких нюансов маленьких, которые обычный зритель не видит. Но, альхамдулиллах, с помощью Всевышнего можно все преодолеть. Спасибо. Арслан, вопросы есть в зале? Да, конечно. Каково воспитать хорошего спортсмена или хорошего человека, это, наверное, любому человеку тяжело. В моем понимании, чем больше есть у человека потенциал возможностей, тем больше к нему у меня есть требования. Потому что человек, который подтягивается 20 раз, должен стремиться на следующий день 21 раз. И таким образом он должен по 12 дисциплинам расти. Через год и через день он всегда должен иметь перед собой одну цель – расти и добиваться большего. Это в плане спортивных успехов. А в плане образования и быть полезным для общества, для людей, для фанатов, вы видите нас здесь. Считайте, вот эта поездка у нас забрала 16 часов тренировочных занятий. Но мне кажется, вот это общение с вами нам даст больше, чтобы мы старались еще лучше. Спасибо вам.
Ассаламу алейкум, Абдуманап Магомедович Нурмагомедов. Ассаламу алейкум, Хабиб Нурмагомедов. Я здесь, наверное, меня не видно. Ассаламу алейкум, Кыргызстан, Бишкек! Добро пожаловать в Кыргызстан. Мы очень рады, что вы приехали к нам. У меня вопрос такой. Какая твоя мечта, Хабиб? У меня мечта поехать, например, в Америку. Хабиб, сильно хочу увидеть Америку. Я сильно хочу, чтобы ты выиграл Тони Феррисона. Я в это верю. Хабиб, я сам профессиональный массажист. Я делаю все виды массажа. Спортивный массаж играет немаловажную роль во всех этапах тренировки и тренировочного процесса. И непосредственно перед соревнованиями. Хабиб, ты можешь меня взять с собой в Америку в качестве своего массажиста? У меня большая мечта. Хабиб, у меня большая мечта вживую увидеть этот бой, который будет проходить в Бостоне, и увидеть Америку. Ты можешь мне в этом помочь? У тебя виза есть? У тебя виза есть? Нету. Вот у меня, Хабиб Нурмагомедов, вот у меня визы нету. Ты можешь мне в этом вот помочь? Я тебя... мечта вот. Насчет визы очень сложный вопрос. Я не могу этот вопрос решить. Но я тебе могу организовать путевку в Дагестан. Спасибо большое, Хабиб. Мы верим в тебя. Приедешь в Дагестан, у меня следующие 16 дней пройду в Дагестане. Будем с отцом готовиться перед отлетом в Америку. Вот, приедешь в Дагестан, будешь 16 дней массажировать нашу всю команду, мы тебя протестируем. Спасибо большое. Смотри, не теряйся сейчас. Не потеряйся. Как я могу с вами связаться сейчас после? Я дам контакт. Аслан, Да? если он спрашивал мои мечты, честно говоря, это очень сложный вопрос. С позиции мечты, это когда ты мечтаешь о самом лучшем, хорошем. Я всегда мечтал и мечтаю, чтобы мною был доволен Всевышний, и моими детьми был доволен Он. Спасибо. Следующий вопрос. Топ Спорт Кейджи, портал. Здравствуйте, добро пожаловать в Кыргызстан. Мой вопрос звучит так. Как вы получили свое прозвище «Орел»? Расскажите подробнее. Прежде чем, как я поехал в Америку, когда меня подписали в UFC, они сказали, что у меня сложное имя и фамилия для американской публики. Хабиб Нурмагомедов, им будет тяжело произносить, и нужно прозвище. И долго не думая, отец говорит, что там, где я родом, откуда я родом, у нас Цумадинский район, это Орлиный район называется, с перевода на русский. И у нас в Дагестане символ это орел. И чтобы там за океаном знали, откуда мы, откуда я родом, где я родился, мы решили, что прозвище будет Орел. Все. Спасибо. Арслан? Да, секунду. Здравствуйте, Хабиб Нурмагомедов. Вы всегда были непобежденным в любом спорте? В любом спорте вы всегда были непобежденным? Молодой человек подарил колпак, очень сильно попросил, чтобы я тебе его передал. Это во-первых. Во-вторых, он спрашивает, ты всегда был непобежденным? На каких видах спорта, возможно, что-то получалось, что-то не получалось? Расскажи об этом. Нет, конечно. Я когда с детства начинал, даже я пример вспомню, когда я боролся по юношам под дзюдо, отец меня выставил за 1 неделю на 3 соревнованиях. Это чемпионат Дагестана по юношам, потом была молодежка, потом взрослые. На всех турнирах я выиграл 2, проиграл 2. Выиграл 2, проиграл 2. И вот так за неделю я участвовал на 3 соревнованиях. Я отцу говорил, зачем ты меня выставляешь? Я и так проигрываю. Это было, когда я только начинал бороться, когда я только начинал по любителям выступать. Так что без поражения ты не можешь стать сильнее, ты не можешь стать опытнее.
Если вы хотите в смешанных единоборствах выступать, да, попасть в UFC, вы должны выступать по всем единоборствам. Там, где бьют, там, где борются, и у вас будет большой опыт. Да, у меня нету поражения среди профессионалов, ну, начиная с 2008 года, как я начал выступать. Но до этого были поражения, были там, без этого вообще никак ни один спортсмен без этого не растет. Чемпионами, многие говорят, рождаются, но я считаю, что чемпионами становятся. Спасибо. Спасибо. Следующее слово информационное агентство K-News. Здравствуйте, уважаемый Хабиб, здравствуйте. Меня зовут Гулиза. Я хотела задать вам вопрос. Приметили ли вы кыргызстанского спортсмена, ну, из бойца? Может, с кем-то хотели бы сразиться в октагоне? И второй вопрос. Хотели ли бы вы проводить сборы в Кыргызстане, свои тренировки, может быть, приезжать? Ну, я знаю, что у вас в Иссыкуле вся сборная СССР проходили сборы, олимпийцы, да, приезжали. У вас есть, ну, на Высокогорье находится база, тренироваться, там все условия есть. Не знаю, честно сказать, в будущем почему бы и нет. Было бы очень хорошо прилететь сюда 2-3 недели, позаниматься в горах. Я думаю, можно. Первый вопрос насчет кыргызских бойцов. Ну, я знаю бойцов, но они молодые. Ирлан, Айдабек, они еще молодые, но я думаю, что у них очень большое будущее. Они у нас сейчас находятся на сборах, мы вместе работаем с ними. Конечно, реальные бои мы с ними не проводим, но проводим спарринги. Нет, конечно. Зачем мне? У нас есть кого бить. Зачем со своими братьями драться? Спасибо. Спасибо. На сцене сидит также Магомед Нурмагомедов, он является директором бойцовского клуба Eagles MMA. Он очень скромный, но хотелось бы, чтобы ты немного детальнее рассказал об этом клубе. Какие спортсмены в этом клубе имеются, какие достижения за этот год, возможно, есть. Более подробно об этой бойцовской команде, об Eagles MMA. Приветствую, Кыргызстан, спасибо за прием. О нашей команде. Мы существуем, мы уже где-то год, за год достигли таких успехов, скажем, 3 пояса Fight Night, и ждем в этом году пояса UFC. Планы большие, будем стремиться. Спасибо. Ассаламу алейкум, Хабиб. Я бы хотел задать 2 вопроса. Хабиб, сюда. Вот ваш, как я знаю, двоюродный братишка Ислам Махачев недавно нокаутом выиграл Глейсона Тибау. И как вы считаете то, что вот, вы лучше, чем... нет, как? Вы были лучше, когда дрались с Тибау, или Ислам лучше сейчас вас? Но когда я дрался с Тибау, мне было 23 года. Исламу сейчас 26. Это разные времена. Если сравнивать по годам, конечно же, можно по-разному сравнивать. Но свои 23 года, да, Ислам ничем не хуже, чем я. Но 23 года он еще выступал в М1, конечно. Но у нас разная структура тела, мы по-разному деремся. У нас разные но мы выросли под одним тренером, у нас отец тренер, и у Ислама очень большое будущее. В этом году, я думаю, он войдет в топ-15, иншаллах. А как вы думаете, он выйдет с Кевином Ли? Ведь он просил его у Даны Уайта. Ну, я думаю, Кевин Ли с ним не будет драться, но мы получим намного лучше и мужественные бойца, соперники, чем сам Кевин Ли. Спасибо. Следующее слово московский комсомолец, Азия. Добрый день, Хабиб. Вы не любите распространяться в прессе о своей семье, однако у вас есть дочка и сын. Несмотря на то, что он совсем маленький, хотите ли вы тренировать его, так как
начинал тренировать вас ваш отец? И второй вопрос. 25 боев, 25 побед. Какой из них запомнился больше всего и с какими мыслями вы заходите в октагон? Ну, насчет того, что тренироваться, ну, однозначно он будет тренироваться, потому что каждый человек должен заниматься спортом. Но я думаю, у него и у самого будет желание, смотря бои своего отца, тренироваться. И я думаю, дедушка тоже его не оставит. Но у него особо выбора нету. Но настаивать на том, чтобы он занимался именно ММА, я не буду, потому что есть и другие виды спорта. Самое главное, чтобы он занимался спортом, вел трезвый образ жизни, да, ну, был, да, хорошим мусульманином. Ну, вот это моя самая главная цель. А там станет он чемпионом или нет, но особо об этом не задумывался. Второй вопрос. Второй вопрос. Какой из боев запомнился больше? 25 боев, я думаю, запомнился эмоционально, хоть и соперник был не такой топовый, это когда я с Хорчером дрался. После 2 лет, после 2 операций, да, после долгого периода восстановления, реабилитации, когда я вернулся, но это было такое эмоционально, очень такой запоминающийся бой, потому что многие фанаты начали забывать, за эти 2 года ММА очень сильно развилось, и пришло очень много новых фанатов, которые не видели мои бои, да, и очень нужно было выступить ярко, запоминающе, чтобы показать себя, да, и было тяжело после таких стольких травм, операций возвращаться, но, алхамдулилля, вот этот бой был такой запоминающийся. Все. Так, Нурудин, здесь вопрос. Секунду. Вот здесь, слева от вас. Слева от вас в углу. Здравствуйте, Хабиб. Меня видите? Здравствуйте. Я раньше не интересовалась боксом, то есть не смотрела, ничего не делала. Но когда я начала смотреть ваши бои, то есть я уже начала интересоваться боксом после ваших боев. Вы мой кумир. У меня маленькая просьба. Можно с вами сделать селфи? Можно с вами сделать селфи? Селфи? А с ними что делать? Ну да, здесь есть дилемма на самом деле. Вот, смотрите, все уважаемые гости подготовили на 5000 автографов с Хабибом Нурмагомедовым. Я извиняюсь. Мы сделаем, но не сейчас. Когда закончится пресс-конференция. Арслан, не забудь. Итак, Нурудин, журналистам, дай вопрос. Следующее слово. Кактус Медиа. Здравствуйте, Хабиб, меня зовут Ксения. И я хотела вам спросить, вы после 20 боев, в которых вышли победителем, вы больше стали бояться поражения или наоборот меньше? И второй вопрос тоже. Бой с Томасом Фергюсоном переносился много раз. Это как-то сбивает вас или наоборот добавляет уверенности? Ну, первый вопрос слышал, второй не слышал. Ну, насчет поражения я скажу, что я не думаю, что любой мужчина хочет проигрывать. Это, конечно, спорт, проиграть может любой, но я, конечно, не хочу проигрывать. Я не хочу уступать своим соперникам. Знаете, всю жизнь тренируюсь, утром, вечером, да, где бы ни был, продолжаю тренироваться не для того, чтобы кому-то уступить. Это одно, но когда я захожу в клетку, я не думаю об этом, то, что у меня там 25-0 и мне нельзя проигрывать. Я туда захожу, что мой соперник, зная, что мой соперник заходит туда для чего, чтобы меня ломать, душить, бросать, ну, в общем, выиграть меня, да. И у меня такие мысли бывают, что, ну, то же самое я с ним сделаю. Пока он со мной это не сделал, мне нужно опередить его. Ну, примерно вот так я отношусь к поражению. Я не хочу проигрывать, это точно, и любой мужчина не хочет. А про Томаса Фергюсона я хотела спросить. Бой переносился очень много раз, и вы после этого теряли какой-то настрой или наоборот еще лучше настраивались из-за этих переносов?
Да, конечно. Особенно, когда из-за тебя переносят бой. Бывает очень много слухов, разговоров, да. Я туда лечу, готовлюсь, там, получил травму, не подрался, летишь обратно с такой, с большой огорченностью, да, так скажем. Это очень тяжело переносить, очень тяжело. Я думаю, что, я просто могу сказать, что мне тяжело, и вы подумаете, что вы можете на себе это сравнить, но я думаю, что вы это не поймете. Но для меня, лично, это очень тяжело было переносить, и другим таких чувств я не желаю. Спасибо. Итак, одну секунду, отсюда вопрос, Нурудин. Итак, смотрите, уважаемые гости, уважаемые друзья, мы в Кыргызстане, давайте правильное положение. Если вы будете толпиться, мы предоставим слово только журналистам и уйдем. Хотя бы подсмотреть максимум зрителей. Но для этого вы не должны толпиться. Не создавайте дискомфорт. Секунду, вопрос. Здравствуйте, Хабиб Магомедов! Меня зовут Архан, и я ваш очень большой поклонник, и всегда смотрю ваши бои. Получается, когда вы играли с Барбозой, это было 31 декабря, я очень, когда вы выиграли, я очень обрадовался. И я хочу вам задать один вопрос. Можно задать вам вопрос? Когда вы будете драться с Конором Макгрегором, и боитесь ли вы его? И, пожалуйста, пропиарьте меня в Инстаграме. Ну, насчет спасибо, то, что переживал, смотрел, большое спасибо. Я помню, я когда был в твоих годах, я то же самое, утром просыпался, смотрел Тайсона бои, а потом через 15 лет оказался в клетке, сам дрался на турнире, где он сидел в первом ряду и смотрел мой бой. Так что, может быть, в один день, да, через лет 15, ты окажешься в Вегасе, будешь драться, а я буду там на первом ряду сидеть. Так что, все может быть. Спасибо. Насчет того, чтобы боиться, да, но я думаю, что любой боец, который дерется в UFC, да, который прошел такой большой отбор, и его подписали в UFC, я не думаю, что он боится с кем-то драться. Но бывает опасения, там, кто-то не хочет проиграть, избегает какого-то соперника, ему предлагают бой, он не принимает. Это не потому, что он боится, да, просто его команда решила, что лучше не проигрывать. Такие моменты бывают. И с моей стороны такого не было, а со стороны Конора, когда ему предлагали бои, он много раз отказывался, и сейчас его лишили титула. У него было 2 титула, оба пояса его лишили, потому что он не принял бой. Я думаю, что этот вопрос больше к нему подходит, боится он или нет. Спасибо. Рахмат. Телеканал ЛТР. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, Хабиб. Меня только что вы ответили на мой вопрос, но все-таки хочется знать, вы планируете Конором драться, сразиться? Потому что он несколько раз отклонил ваше предложение, когда он стал чемпионом, а сейчас его лишил чемпионского титула. И у меня еще один вопрос. У нас многие бойцы после завершения карьеры потеряются. Вы что им предлагаете? Не убегая вперед, но все-таки после завершения карьеры, чем вы занимаетесь? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что у меня запланирован бой 7 апреля с Тони Фергюсоном за настоящий титул. Но у UFC есть планы, чтобы я выиграл Фергюсона, и мы чтобы драли в сентябре, в октябре. Ну, UFC это планирует. Но у меня лично цель выиграть пояс, а не выиграть Макгрегора. Мне без разницы, будет он драться, не будет. У меня есть соперник. У меня есть бой за пояс. Так что я собираюсь выиграть пояс. У меня нету такой цели драться с Макгрегором. После 7 апреля, чтобы быть лучшим, ему придется искать бой со мной. Потому что, иншаллах, я собираюсь забрать пояс и стать чемпионом. После карьеры, просто я наблюдал за многими бойцами, там, начиная с 2000-х годов, да, как я начал заниматься вообще близко к единоборствам. Многие бойцы
выступая, там, зарабатывали деньги, неправильно их тратили, а после того, как их карьера заканчивалась, они оставались без денег. Я считаю, что нужно делать грамотное вложение, нужно вкладываться в что-то, да. Не все могут там стать чемпионами и выдающимися спортсменами, но чтобы ты после карьеры не потерялся, во время твоего пика ты должен думать об этом. Как говорится, готовиться на зиму. Как наши предки готовились, запасались дровами там и так далее. Как они жили в горах. Они летом готовились к зиме. То же самое. Я считаю, что нужно думать о том, что рано или поздно тебе придется закончить, потому что точно так же, как ты пришел и сместил многих бойцов, точно так же молодые придут и тебя уберут. Так что нужно к этому готовиться. Хабиб, скажи, пожалуйста, слова своим болельщикам. Они очень настырные, они очень напористые. Охрана уже просто не может их держать. Салам алейкум, Киргизстан. Вот здесь наши братья тоже все киргизы. Они устали от вас, чуть-чуть дайте им отдохнуть. Особо не напрягайтесь. Спасибо. Да, пожалуйста, проявите уважение к спортсмену. Нет, не томите, не идите вперед. Подождите, пожалуйста, вы пришли. Практически каждому из вас будет раздадан флаер с автографом Хабиба. Здесь есть человек, с кем ты вчера делал face-to-face. Вот, кого ты очень-очень запомнил. Наверное, Марат, мы тебе предоставим слово. Человек, который на виду у всех, пользуется большим уважением. Марат. Ассаламу алейкум, Хабиб. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Мы очень рады тебя встретить, брат. Дай Аллах тебе побед, здоровья, чтобы у тебя все получалось в жизни, да, иншаллах. Чтобы родные и близкие всегда сопутствовали тебе. И чтобы в жизни у тебя было все хорошо. Мы предоставили от компании «Сожды» небольшие подарки. Мы хотели бы предоставить тебе, брат, в качестве уважения наш национальный бренд мусульманский. И, брат, мы всей командой, всем Кыргызстаном болеем за тебя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Наверное, следующее слово уже предоставим. Можно мы пройдем, да? Пусть пройдут. Они сделали именные подарки, Хабиб, для тебя. Вот три представителей фирмы «Сожда». Итак, Хабиб. Смотрим. 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 Итак, Хабиб, тебе микрофон предоставляем. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас, то, что пришли, поблагодарить организатору Олимпийский комитет Кыргызстана, то, что помогли нам организовать эту встречу. Большое спасибо всем. Я сейчас хочу видео снять, потому что это видео увидят по всему миру. И я хочу, чтобы это было запоминающее видео.
Орел! Хабиб! Орел! Хабиб! Абдулманап, мы, наверное, вам дадим слово, чтобы подытожить это мероприятие. Что вы скажете молодежи Кыргызстана? Я благодарен и признателен вам. Огромное спасибо. До новых встреч с поясом, иншаллах.